Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Тагир Валиди. И сегодня мы расскажем, как прохожие нашли бездыханное тело мужчины на улице Хади Такташа в Казани. Покажем последствия проезда на красный свет на улице Максимова. Я не заметил, на самом деле, я не смотрел на дорогу. И как ребенок выскочил на дорогу перед машиной в Челнах. А также пьяный водитель УАЗа врезался в бетонный забор, пожар из-за зарядного устройства и наркопритон в Бугульме. Наркотики употребляете? Редко. Это и не только, прямо сейчас. Бездыханное тело мужчины обнаружили сегодня прохожие на улице Хади Такташа, практически на берегу озера Кабан. Двое мужчин собирались выпить и не нашли для этого лучшего места, чем поросший кустарником огороженный пустырь между детским садом и старой частью зоопарка. Спустя какое-то время один из них отлучился по нужде, но тотчас прибежал обратно. В нескольких метрах от места импровизированного застолья у берега озера лежало тело человека. На место прибыли полицейские и оцепили территорию. Погибшему на вид было около 50 лет. Судя по всему, скончался он несколько дней назад. Личность сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов, а причину смерти назовут эксперты. Мужчина упал с 5-го этажа, признаков жизни не подает. Такое сообщение поступило в скорую помощь минувшим вечером. Прибывшие на место врачи действительно обнаружили лежащего у дома мужчину. Он был жив, хотя и получил при падении ссадины и царапины. Упал он с высоты своего роста. Когда вышел на улицу встречать супругу, ему резко стало плохо, и мужчина потерял сознание. Помощь ему оказали на месте и отпустили, посоветовав с хроническими заболеваниями обратиться к специалистам. Завтра к невропатологу, врач сказал, на прием. Признаки эпилепсии, и все. А на улице Восстания 8-летний мальчик выпал из окна 3-го этажа на крышу балкона 2-го этажа. По счастливой случайности расстояние между ними составляло около полуметра, поэтому ребенок не пострадал, хотя и перепугался. В момент происшествия мальчик находился один дома. Прохожие вызвали пожарных, которые с помощью 3-коленной лестницы эвакуировали пострадавшего на землю и передали его медикам скорой помощи. Проезд на красный сигнал светофора стал причиной крупной аварии на пересечении улиц Максимова и Лукина. Там столкнулись 3 автомобиля – «Лада» 14-й модели, «Рено» и «Мерседес». 2 машины после столкновения были не на ходу. Одна из них восстановлению, вероятно, не подлежит. Люди не пострадали только чудом. Вы откуда куда ехали? Отсюда? Пошел налево. Вас снесли. Да, вот товарищ. Водитель «Рено» рассказывает, поворачивал с Лукина налево на улицу Максимова. Выехал на перекресток на зеленый, встречных машин не было, стал выполнять маневр. В это время переднюю часть его машины снесла «Лада», которая двигалась по Максимова. Очевидцы утверждают, что водитель отечественной легковушки проехал на красный, при этом двигался на очень высокой скорости. Я увидел, но за 5 метров, он летел. После столкновения с «Рено» «Ладу» развернула поперек дороги. Она боком влетела во встречный «Мерседес», водитель которого остановился на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора. Он только видел, как на него летит автомобиль, но избежать столкновения не мог. Я не заметил, на самом деле, я не смотрел на дорогу. У меня аж красный был, я стоял, может, телефон отвлекся, я не знаю. Вот видел, когда уже услышал столкновение, и он летит на меня. Водитель «Лады» вину признал полностью, не скрывал, что проехал на красный, но причин этого не назвал. Согласны же все? Вы согласны, что на красный ехал? Водитель «Мерседеса» не пострадал, удар был не очень сильный, и подушки безопасности не сработали. Не царапины и у водителя «Лады». Считает, что все легко отделались, и владелец «Рено». Может быть, ногой чуть-чуть ударился, когда боковой удар был, как по инерции. Ну, это так просто. Если ничего будет, ничего страшного. Сможет ли восстановить автомобиль, он не знает, рассчитывает на страховые выплаты. Водитель «Мерседеса» не уверен, что 400 тысяч хватит на восстановление автомобиля. Цены на запчасти сильно выросли. Восстанавливать «Ладу» смысла, вероятно, уже нет. Лина Знатульна, Константин Бушуев, «Вызов 112». Едва не закончился трагедией переход дороги мамы с маленьким ребенком. Инцидент произошел в половине 9-го вечера в Набережных Челнах. На кадрах видеорегистратора видно, как женщина с ребенком стоит у обочины и собирается перейти дорогу в неположенном месте. Спустя несколько секунд ребенок срывается с места и бежит на другую сторону проезжей части. Водитель автомобиля вовремя успевает сбросить скорость, а мама – догнать малыша. К счастью, бдительность водителя помогла избежать трагедии.
Сильно нетрезвый водитель УАЗа протаранил бетонный забор на улице Петра Виттера. Удар был такой, что плита ограждения сломалась и сдвинулась с места, а передняя часть внедорожника основательно разбита. Водитель рассказал, что ехал от Дементьева в сторону Амирхана. С управлением не справился, объезжая пешехода. После нескольких тщетных попыток вернуть контроль над машиной, вылетел на тротуар и врезался в забор. При этом не отрицал, что сел за руль пьяным. Это подтвердил и алкотестер. Прибор зафиксировал больше 1 миллиграмма чистого алкоголя в литре выдыхаемого водителем воздуха. Зарядное устройство, оставленное в розетке, едва не привело к трагедии в Автограде. Около полуночи на пульт пожарных пришло сообщение, что на 9-м этаже дома на проспекте Ешлек произошло возгорание. Из горящей квартиры родственница вывела 16-летнего юношу, который надышался продуктами горения. Площадь этого пожара составила всего 1 квадратный метр, но от огня пострадали вещи и мебель. Парня госпитализировали с признаками отравления. По предварительной версии спасателей, причиной пожара стало неисправное зарядное устройство от смартфона. В центре Казани на улице Правобулачная загорелся отель. Густым серым дымом заволокло и соседнюю улицу Островского. Постояльцы гостиницы смогли самостоятельно покинуть горящее здание. Пострадавших нет. По данным спасателей, горела крыша здания. Пожарным пришлось ее вскрыть. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Деятельность наркопритона пресекли полицейские Бугульмы. Как оказалось, ранее судимый мужчина не только употреблял, но и производил здесь наркотики. Требовалось 2 ингредиента – кондитерский мак и растворитель. Наркотики употребляете? Редко. Однако отпираться уже не было смысла. Состояние постояльцев притона и вещественные доказательства обо всем говорили красноречивее слов. Употребляете какого вида наркотики? Задержанный ранее судимый 37-летний хозяин квартиры. Кроме него полицейские застали его гостью. Оба уже употребили наркотик. К слову, производили они его здесь же, из кондитерского мака и растворителя. На кухне обнаружены шприцы, в комнате ингредиенты для новой порции дурмана. Полицейские обнаружили и посуду со следами наркотических средств. Сотрудники отдела МВД России по Бугульминскому району задержали 37-летнего ранее судимого местного жителя. Хозяин одной из квартир систематически предоставлял в течение 1 месяца свою квартиру для потребления наркотиков. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Содержание притонов для употребления наркотических средств». Если их вина будет доказана, они рискуют лишиться свободы на срок до 4 лет. Иван Сарафанов, Тагир Валиди, вызов 112. Убийством закончилась хмельная посиделка этой ночью в Заинске. По версии следствия, 35-летняя хозяйка квартиры и ее 37-летний сожитель употребляли алкоголь, когда к ним присоединился третий, ранее судимый 38-летний бывший возлюбленный хозяйки. Когда спиртное закончилось, третий стал лишним. Хозяйка и ее новый кавалер ушли спать. Это не понравилось ревнивцу, и, войдя в спальню, он несколько раз ударил соперника ножом в грудь, отчего тот скончался. Подозреваемого быстро задержали. В преступлении он сознался. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Гибелью 2 человек закончилась любовная драма в Казани. Сначала на лестничной клетке соседи обнаружили тело 39-летней женщины, а затем под окнами дома и ее 59-летнего супруга с признаками падения с высоты. По версии следствия, ревнивый муж убил супругу, узнав об измене и намерении женщины уйти к молодому любовнику. Убивали с особой жестокостью. На теле женщины было 7 ножевых ранений. Затем мужчина вынес приговор и себе. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. В Набережных Челнах оперативники пресекли деятельность игрового салона. Нежилое помещение было оборудовано компьютерами с игровыми платами. Полицейские изъяли 13 системных блоков и мониторов, ноутбук, 4 терминала и сотовые телефоны организаторов салона. Сейчас оперативники устанавливают всех, кто был причастен к незаконной деятельности игрового салона. В ходе проведенных сотрудниками подразделения экономической безопасности мероприятий незаконная горная деятельность ликвидирована. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к организации незаконной деятельности игрового салона. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии был Тагир Валиди. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.